Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В Абхазии прошли торжественные мероприятия в честь празднования Дня России. В Казани состоялась торжественная церемония открытия игр стран БРИКС. Парад стран начался с Абхазии. Приборы учета и взыскания долгов. О работе энергосбыта в Гулрыбском районе. Государственный русский театр драмы имени Искандера с оглушительным успехом выступил на сценах Новосибирска и Барнаула. Президент Абхазии Аслан Бжаня поздравил президента России Владимира Путина с Днем России, который отмечается 12 июня. Россия – великая страна с непрерывной тысячелетней историей, успешно объединяющая множество народов, культур и религиозных верований. В этот праздничный день во всех уголках страны чествует ее богатое наследие. Сегодня долг каждого россиянина – сохранить и приумножить могущество Родины, защитить ее традиционные ценности, говорится в поздравительном адресе. Аслан Бжаня подчеркнул, что в Абхазии высоко ценят союз с Российской Федерацией, построенный на дружбе и взаимопонимании. Президент выразил уверенность, что в будущем эти отношения будут продолжать развиваться в духе взаимовыгодного сотрудничества. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб поздравил главу правительства России Михаила Мишустина с Днем России. Александр Анкваб отметил, что наши страны и народы связаны узами братства и добрососедства. И для граждан Абхазии жизненно важно устойчивое развитие стратегического союзника. Александр Анкваб выразил уверенность в том, что Россия и дальше будет приумножать свои достижения и свою роль в мире. Спикер парламента Абхазии Лаша Ашуба поздравил руководителей палат Федерального собрания с главным государственным праздником России. Лаша Ашуба пожелал членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы и всем россиянам успехов в достижении намеченных целей. В посольстве Российской Федерации в Республике Абхазия в честь Дня России был дан торжественный прием. В мероприятии приняли участие вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, члены правительства, депутаты, общественность. Сегодняшний праздник – это наш общий праздник. Важным цементирующим фактором является и общность взглядов на современное мироустройство и на сложившиеся геополитические реалии. А они таковы, что Россия обеспечила и надежно гарантирует суверенитет, безопасность и независимость страны души. Сегодняшняя Абхазия, наш союзник и проверенный временем стратегический партнер, оказывает неоценимую поддержку в проведении специальной военной операции. Мы признательны абхазским добровольцам, которые, начиная с 2014 года, плечом к плечу с россиянами доблестно сражаются с украинскими нацистами. Хотел бы подчеркнуть, что эпоха доминирования коллективного Запада подходит к своему естественному концу. Методы шантажа, запугивания и игры мускулами оказались провальными. Страны мирового большинства теснят отжившую модель старого мироустройства. Как вы знаете, совсем недавно Всемирный банк обозначил, что экономика России обогнала экономику Японии по такому показателю, как паритет покупательной способности. И теперь экономика нашей страны является четвертой в мире. А наш товарооборот уже не зависит от капризов западных стран, так как 3/4 товарооборота покрывается по линии дружественных государств. Поздравляю всех с Днем Победы! Вместе победим! Уважаемый Михаил Александрович, уважаемые сотрудники посольства Российской Федерации в Республике Абхазия, граждане Российской Федерации, позвольте от лица абхазских коллег поздравить с главным государственным праздником с Днем России. И позвольте зачитать поздравительный адрес от президента Республики Абхазия Аслана Георгиевича Бжаня. Уважаемый Михаил Александрович, уважаемые сотрудники посольства Российской Федерации в Республике Абхазия, примите искренние поздравления с государственным праздником Днем России. 12 июня – особая дата в новейшей истории российского государства. Она символизирует связь времен и поколений, единство народа и его ответственность за судьбу Отечества.
Именно это является прочной основой для преодоления любых вызовов и угроз. Нет сомнений, что именно такой мощной общественной поддержки будут достигнуты и цели специальной военной операции. Союзнические отношения между Абхазией и Россией базируются на мощном фундаменте взаимного уважения и добрососедства и являются поистине уникальными. Убежден, эти отношения будут успешно развиваться в духе братства и стратегического партнерства. Желаю вам, уважаемый Михаил Александрович, всем сотрудникам посольства и всему российскому народу крепкого здоровья, процветания и мирного неба над головой. С праздником, с Днем России! Президент Абхазии Аслан Бжаня. По случаю Дня России в Сухуми на культурно-деловой платформе ГУМА прошел праздничный концерт с участием самодеятельных коллективов, российских соотечественников Абхазии и профессиональных артистов. Репортаж Алики Трапш. На все времена, славься Отечество, наше свободное. Исполнением гимна в Абхазии и России открыли праздничный концерт, посвященный Дню России на культурно-деловой площадке ГУМА. Мероприятие организовано Координационным союзом организации русских соотечественников. Концертная программа состояла из выступлений самодеятельных коллективов российских соотечественников и профессиональных артистов. Ты в край родной, родная песня наша. 12 июня в 1990 году Первый съезд народных депутатов РСФСР принял декларацию о государственном суверенитете Российской Федерации. День России – праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости. Этот праздник – символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее страны. Поздравляю вас с этим действительно великим праздником нашей Родины. Хочется много о ней сказать, но мы все взрослые люди, не буду читать лекцию, просто вот эта мощь, вот эта сила, которая чувствуется нами от самого слова «Россия», от того, когда мы представляем, что это за цивилизация. Вот эту посыл и эту силу хочется вам передать, и я надеюсь, наши артисты с этим справятся. Абхазию и Россию связывают давние добрососедские отношения. Россия является стратегическим партнером Абхазии. Данный концерт тому подтверждение, отмечали пришедшие на праздник гости. Это единство именно русского мира, то есть это цивилизационные наши ценности, да, вот о чем говорили, про честность, про справедливость, про развитие, про созидание. Я верю в нашу скорейшую победу, и этот концерт, в общем-то, ну как единство, показать единство Абхазии и России. Ребята очень молодцы, поют профессионально. Всех поздравляю с праздником Днем России. Желаю всем крепкого здоровья и нашего кавказского долголетия. Поздравляю от всей души с Днем России, с праздником. На концерте исполнили песни «Дорога длинную», «Офицеры», «Гляжу в озера синие», «Нежность» и другие известные композиции. Также для гостей мероприятия была развернута фотовыставка «Многоликая Россия». Алика Трапш, Константин Парулова, Абхазское телевидение.
В Казани состоялась торжественная церемония открытия игр стран БРИКС. Парад стран начался с Абхазии. Абхазский флаг вынес футболист Ахрик Цвейба. Нашу республику представляют 62 спортсмена, которые выступят в следующих видах спорта: бокс, шахматы, дзюдо, карате, фиджитал, баскетбол и футбол, самбо, настольный теннис, легкая атлетика, теннис, спортивная борьба, вольная и греко-римская, ушу и борьба на поясах. Абхазские шахматисты, теннисисты и ушуисты уже приступили к тренировкам. 13 июня будут разыграны первые медали в спортивной гимнастике, самбо, ушу, синхронном плавании и тяжелой атлетике. Апснабирактна атыла корпорат данысвейта шапылампал асю Ахрик Цвейба. Бирак дацагылана. Амалы шпап, что хужила наргыла переусге, а тимши уахтыс. Президент Абхазии Аслан Бжания напутствовал абхазских спортсменов, участвующих в играх БРИКС в Казани. Сегодня, когда впервые вы вступаете на международную арену игр БРИКС, весь абхазский народ смотрит на вас с гордостью и надеждой. Ваш отъезд с площади Свободы из Сухума в Казань – это не просто начало спортивного маршрута, а отправная точка в истории страны, когда у нас появилась возможность с достоинством продемонстрировать всему миру нашу культуру и спортивные амбиции, говорится в обращении главы государства. Аслан Бжания пожелал спортсменам успехов, неиссякаемой силы стойкости, уверенности в своих силах. Продолжаем выпуск. Вице-президент Бадра Гунба провел рабочее совещание по вопросам реконструкции международного аэропорта Сухум имени Ардзинба. Основной темой встречи стал ход ремонтно-восстановительных работ. На данный момент ведутся работы по демонтажу верхнего слоя покрытия перрона, устройству щебеночного основания обочин взлетно-посадочной полосы. На взлетно-посадочной полосе продолжается реставрация сколов и раковин, герметизация деформационных швов. Идет подготовка к восстановлению верхнего слоя покрытия. Все работы ведутся строго в соответствии с установленными графиками. Премьер-министр Александр Анква провел рабочее совещание, посвященное восстановительным работам в ряде сел Ачимчирского района, пострадавших от стихии. В селе Джгиарда проводится устройство тетраподных дамб в русле реки Дгамч. Затем будет восстановлен автомобильный мост и расчищено русло реки. В селе Ктол будут проведены работы по сооружению дамбы и восстановлению моста. Затем строители приступят к завершению берегоукрепительных работ в селах Баслах и Тхена. Завершены берегоукрепительные работы и расчистка русла реки в селе Лащкендар. Идет подготовка сметы капитального ремонта автомобильного моста в селе Мархеул. Смета расходов на все эти работы составляет более 92 миллионов рублей. На совещании в Кабмине также обсудили мероприятия по перечню объектов, подлежащих строительству, ремонту и реконструкции в этом году за счет средств республиканского бюджета. В перечень включено 93 объекта социального и инфраструктурного назначения. Сметная стоимость работ превышает 420 миллионов рублей. Готовится к утверждению дополнительный перечень из 38 объектов такого же назначения на сумму более 279 миллионов рублей. Вице-премьер, министр экономики Кристина Узган сообщила о подготовке совещания с участием делегации Минэкономразвития России, возглавляемой замминистра Дмитрием Вольвачем. Российская делегация прибудет в четверг, 13 июня. Приборы учета и взыскания долгов. О работе Гулрыбского филиала управления «Энергосбыт» наш следующий сюжет. Электронные счетчики с дистанционным управлением, устанавливаемые на столбах линии электропередачи, позволяют полностью автоматизировать процесс и контролировать количество потребляемого электричества как энергетикам, так и самим потребителям. Работа по установке счетчиков была начата еще в 2023 году и за это время принесла свои плоды. Абоненты стали эффективнее оплачивать счета за электроэнергию. Всего на сегодняшний день работниками энергосбыта Гулрыбского района было установлено порядка 1000 приборов учета. До конца этого года по всему району будет установлено столько же. Сама работа была начата 21 августа 2023 года. Работа была очень эффективная. Всего в Гулрыбском районе были оснащены счетчиками пока только поселок Мачара, поселок Гулрыбш, улица Курортная, улица Багба, улица Дзидзаря, улица Гагарина и улица Гулия.
По статистике, как мы видим, в этом году год у нас тяжелый, но мы стараемся, хотим показать хорошие результаты. Мы сейчас тоже не можем так прямо как мы говорили, выключать людей. Мы тоже к ним относимся с пониманием, и люди тоже все понимают. Но, надеюсь, с курортного сезона уже будут высокие показатели. Счетчик электроэнергии с дистанционным снятием показаний – новейшее техническое средство, с помощью которого абонент всегда может проследить за количеством потребляемого им электричества. За 3 месяца неуплаты счетов за электроэнергию абонент автоматически лишается подачи электричества. Кстати, на днях вовремя незаплаченный этот клиент с этого дома отключили, пришел бегом, сразу заплатил. Так что я считаю, что это очень выгодно и удобно. Народ потихонечку привыкает, и с ними надо тоже беседовать. Сложно, но находим общий язык с абонентами. И думаю, что в дальнейшем, и где мы сейчас ходим, они говорят, мы своевременно уже будем платить, чтобы не отключали. Энергетики убеждены, приборы будут способствовать укреплению платежной дисциплины, и сами жители района активно и вовремя будут оплачивать счета. Ульяна Рожкова, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Сухумское управление электросетями доводит до сведения потребителей, что 13 июня с 9 утра до 4 часов дня будет прекращена подача электроэнергии по улице Войнахская с прилегающими переулками и тупиками. Света не будет в связи с заменой оборудования. Сотрудники угрозыска УВД по городу Сухум задержали Вуба Алхаса Славиковича, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Как сообщалось ранее, 1 мая примерно в 21:00 в районе набережной Махаджира в центре Сухума произошла стрельба, в результате которой был ранен Пилия. Пострадавшего с огнестрельным ранением госпитализировали в республиканскую больницу. 17 мая в рамках возбужденного уголовного дела гражданин Вуба был объявлен в розыск и задержан 4 июня. Задержанный заключен под стражу. Русдрам снова покорил зрителей России. С 5 по 10 июня Государственный русский театр драмы имени Искандера выступил на сценах Новосибирского академического театра «Глобус» и Алтайского краевого театра имени Шукшина, где показал Евгения Онегина по роману Александра Пушкина и Софичку по произведению Фазиля Искандера. Игра абхазских актеров не оставила зрителей равнодушными. О том, как встретили абхазских артистов и какие впечатления оставил гастрольный тур, в материале Шазины Ханагуа. Таких оваций просто не бывает. Артисты Государственного русского театра буквально влюбили в себя новосибирских и барнаульских зрителей. Показ каждого спектакля сопровождался бурными аплодисментами. Зрители долго не отпускали актеров со сцены. Евгений Онегин, Софичка – 2 совершенно разных по стилистике спектакля, но оба пронизаны кавказским колоритом. Смотрели мы спектакль «Софичка». Вот, если это можно назвать спектаклем в самом хорошем смысле слова. Сказать, это было очень хорошо. 2 спектакля театра имени Искандера на гастролях в Новосибирске прошли при полных аншлагах. После первой постановки, которую увидели новосибирцы, желающих посмотреть артистов из Абхазии стало больше. Добрая молва распространилась быстро. Если на спектакль Евгений Онегин удавалось достать билет непосредственно перед вечерним показом, то на Софичку билеты раскупили еще утром. Продали и дополнительные места. Сидели даже на ступеньках. Пришла на спектакль «Софичка», и до сих пор, если вы видите, я в слезах и не могу отойти, даже не иду спускаться, одеваться, так как меня это потрясло. Случайно попали на спектакль, услышали по радио объявления и купили билеты. Но что нас так потрясет, меня это... Спасибо. В Абхазии бывали, про ваш театр честно не знали, в восторге в полном. Все бы русские и новосибирские театры, в том числе, так бы искренне и трепетно относились к русской классике. Российские режиссеры приезжают в лучшие театры, театр Вахтангова, МХАТ, БДТ,
То есть там зритель насмотренный и искушенный. И вот поэтому мы очень переживали, как примут наши спектакли. Это каждый раз испытание, каждый раз риск, каждый раз тест на профессиональную нашу состоятельность, на наш художественный уровень. Я вам хочу сказать, что вот таких оваций я действительно не помню. Вот то, что было на Софичке, например, и в Новосибирске, и в Барнауле, просто, невероятный прием спектакля, потом огромное количество отзывов, и на Евгения Онегина тоже, то есть на все наши спектакли, которые мы там показали. Министр культуры Алтайского края написала пост большой, были представители правительства регионов, были театральные деятели и зрители, которых было так много, что они не помещались просто в зале. Из Новосибирска в Барнаул коллектив добрался за 4 часа на автобусе. Город Барнаул – административный центр Алтайского края, расположен на юге Западной Сибири. В общем, мы завершили гастроли в Новосибирске. Ну что вы думаете? Мы полны силы и энергии, едем в Барнаул, где мы сыграем нашего потрясающего Евгения Онегина и не менее потрясающую Софичку. Барнаул, жди. Перед показом Евгения Онегина прошла пресс-конференция гендиректора Ираклия Хиндба и актеров Русдрама. Впечатление о театре создает совокупность факторов. Как игра актеров, так и умение коммуницировать со зрителями вне сцены. И это хорошо знают руководитель и актеры Русдрама. Всегда открытые, доброжелательные, готовые ответить на любой вопрос. Показы спектаклей Евгения Онегина и Софичка прошли на сцене Алтайского краевого театра имени Шукшина при полных залах. Оба показа прошли с оглушительным успехом. Их посмотрели почти 1500 зрителей. Впрочем, лучше всякого пересказа о том, как приняли игру актеров и театр из Абхазии, говорят слова самих зрителей, записанные сразу после просмотра спектаклей. Впервые познакомилась с вашим театром. Я в восторге от актерской игры. Насколько они эмоционально передали всю картину, держали на одном дыхании, ни на секунду внимания не отпускала. Полный восторг. Мы на Софичку ходили, обалдеть. Я даже всплакнул пару раз. Спектакль длиной в жизнь. Гастроли имели такой эффект разорвавшейся бомбы, культурной бомбы, в том смысле, что никто не ожидал. Очень много было людей, которые не знали еще о нашем театре. Были те, кто знают, они специально, естественно, пришли. Но были люди, которым вот было интересно, что там привезли из Абхазии. Конечно, это меняет отношение к Абхазии, потому что все начинают понимать, что вот, оказывается, это действительно не просто курортный регион, это не курортная страна, это культурная страна, страна, где есть театры, где есть искусство, которое абсолютно актуально, которое интересно может быть любому зрителю, которое может конкурировать с лучшими образцами искусства России театрального. Государственный русский театр драмы имени Искандера на протяжении 5 лет принимает участие в программе «Большие гастроли», реализуемой Росконцертом по поручению Министерства культуры Российской Федерации. Труппа Русдрама вернулась на родину ночью 10 июня. Несмотря на усталость, уже на следующий день артисты репетировали премьерный спектакль «Пастух Махас». Скажу, что впечатления просто зашкаливают. На самом деле, несмотря на такой длинный путь, большого утомления, не знаю, я, во всяком случае, вот в этот раз не испытал. Зритель остался в восторге от нашей работы. Это, конечно, окрыляет. И это, возможно, еще и это сработало. Доброжелательное отношение, феерический прием новосибирских и барнаульских зрителей. Яркие впечатления от гастрольного тура искандеровцы, безусловно, запомнят. А уже с 17 по 21 июня Русдрам примет участие в фестивале театров Дальнего Востока в Чехов-центре в качестве приглашенного театра. Покажет 2 спектакля. Моноспектакль заслуженной артистки Абхазии Анны Гюригян «Энджи Ханум. Обойденное счастьем» и Софичку. Шазина Ханагу, Заур Кварча, Абхазское телевидение. Национальный банк Абхазии объявляет о выпуске в обращение памятных банкнот «Леопард» и «Кавказский благородный олень». Памятная банкнота «Леопард», номинал 10 абсаров, тираж 500 тысяч штук, художник Батал Джапуа. Напечатана на хлопковой бумаге, в цветовой гамме преобладает оранжевый цвет. Композиция аверса состоит из изображения кавказского леопарда и орнаментированного древнего бронзового топора. В правом и левом секторах аверса размещены изображения государственного герба Республики Абхазия и номинала банкноты. Композиция реверса состоит из изображений бронзового топора и верхней
части традиционного абхазского военного и иерархического посоха Алабаща. В поле реверса также изображены обозначения номинала и серийный номер банкноты. Банкнота «Кавказский благородный олень». Номинал 100 абсаров, тираж 10 тысяч штук. Художник Батал Джапуа. Напечатана на хлопковой бумаге. В цветовой гамме преобладает фиолетовый цвет. Композиция аверса состоит из изображения благородного оленя на фоне заснеженных гор и черного дрозда на сосновой ветке. В левом секторе аверса размещено изображение государственного герба Абхазии и номинала банкноты. Композиция реверса состоит из изображений исторических памятников Абхазии эпохи ранней бронзы, Дальмена и Кромлиха, а также древних бронзовых изделий, обнаруженных на территории Абхазии в ходе археологических экспедиций. В поле реверса также содержатся обозначения номинала и серийный номер банкноты. Вышел в свет каталог работ художников Абхазии. В издании дан список работ художников нашей страны и Северного Кавказа второй половины 20-го и начала 21 веков. В каталог также входит список произведений русских мастеров изобразительного искусства второй половины 19-го, 20-го и начала 21 веков. Книга составлена по неполным данным сохранившейся электронной версии после пожара в Национальной картинной галерее 21 января этого года. 17 июня объявлено нерабочим днем. В воскресенье 16 июня мусульмане Абхазии отмечают праздник Курбан-Нуха. В связи с совпадением выходного и праздничного нерабочего дня выходной день 16 июня воскресенье переносится на следующий рабочий день 17 июня понедельник. И в завершение о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в четверг, 13 июня, на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, высокий уровень ультрафиолетового излучения. Температура воздуха ночью плюс 17-22, днем 24-29, температура морской воды плюс 24. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.